Так, ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня, сегодня 2 марта 2025 года, 16 часов 1 минута по Берлину, 18 часов 1 минута по городу Джохару, друзья. Я вас всех приветствую. Стрим у нас на YouTube-канале Reality и на TikTok-канале Аслан Арцуев. Так, что еще? Все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, не пишите комментарии и заботьтесь о своей безопасности. Все остальные добро пожаловать. Так, что еще мы должны сказать? Сегодняшний свой стрим я назвал «Масштабная провокация России против кавказцев и евреев». Давайте об этом и многом другом поговорим. Максим, витаю вас. Слава Ичкерии. Слава великим воинам ЗСУ. Героям слава, Максим. Героям слава. Алейкум салам. Алейкум салам. Всех я вас, друзья, приветствую. Дикусу Аллаху Акбар. Хаму. Хаму. Так, Джеймс, мне очень нам было интересно узнать о твоих предпочтениях, но сегодня у нас будет без тебя стрим. Так. Так, об этом много. Ну, видите, сразу они уже на месте, все готовы, как обычно. Как обычно, я хочу свой стрим начать с сообщения от Генерального штаба Сбройных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1110 боевиков российских. Итого их цифра достигла 876 720 бандитов. 8 танков уничтожено, 25 боевых бронированных машин, 51 артиллерийская система, 2 РСЗО, 3 антиаэркрафта, 192 БПЛА, 117 автомобильной техники цистерн и 5 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Пожалуйста, говорят, всегда пожалуйста. Одно дело делаю. Так. Как мы понимаем, все свои силы, божественный привет, добрый вечер из Святого Иерусалима. Шалом алейхум, Святой Иерусалим, витаю вас. Как вы видите, все тролли в сборе сразу же реагируют. Знаете, сегодня вот я и выложил видео, и написал текст. Его сейчас зачитывать не буду, потому что я его уже везде опубликовал. Кто хочет, может почитать и в Facebook, и на YouTube канале. И также я сделал еще видео, и можете просто видео послушать. Здесь же на YouTube канале и в TikTok канале есть. Это не просто так, что вот они заходят. Спасибо за подарки. Это то, что они вот заходят и оскорбляют, вот ждут, когда начнется стрим, и сразу же заходят, вы видите там у них ники Аллах Акбар, там арабская вязь, там все такое. Это тролли, их огромное количество для того, чтобы чеченцев представлять радикалами, исламистами, какими-то там повернутыми вот на этой теме людьми. Мы мусульмане, мы ими были, а вот эти, это не мусульмане. Это российские агенты, российские за деньги работающие тролли, которые, нужно они у них там, арабская вязь будет, нужно у них, они делают и на иврите пишут, и на каком угодно языке, что угодно будут говорить. Надо Бога они восхвалять будут, надо Бога проклинать будут, за деньги, такая работа у них. Поэтому
Вот вы видите все это. И это не случайно. И это не случайно. Дело в том, что против Израиля готовится, она идет, она уже давно уже запущена, и маски сброшены. Россия сбросила маски 7 октября. Евреи и руководство Израиля очень долго заигрывало, да, как говорит сотник, с одной субстанцией долго заигрывать, обязательно холеру можно подхватить. Но дело в том, что, понимая, с чем имеют дело, пытались как-то задобрить, замаслить, чтобы этого всего не было. Но террористы, российские террористы, имели постоянный контакт, поддержку. Сейчас, подождите. Тут прорываются все постоянно. Они имели поддержку и имели своих вот эти ЧВК, Хамас, вот эти исламские джихады, там вся вот эта реальные террористы. Вот самые настоящие международные террористы. И за ними всегда стоит Россия. Всегда. Иран, ну это уже Хизбалла, шиитские вот эти направления, суннитские направления, это по большей части Советский Союз еще с тех времен и Россия. И это ни для кого не секрет. Ну и как бы пытались задобрить их, и гуманитарку им посылали, и денег давали, с Россией договаривались, там всячески. Бесполезно. Как только стало нужным, и вы видели, как только началась война, не прошло несколько месяцев, как Международный уголовный суд в Гааге вынес решение по Нетаньяху и министру обороны Израиля. Сразу их обвинили в военных преступлениях и так далее. Я не считаю, что война может быть не преступлением. Любая война это обычно сплошное преступление. Обычно сплошное. За убийство человека в мирное время дают одного-двух убийства, вплоть до пожизненного, высшую меру дают и так далее. На войне это считается подвигом, геройством и так далее. И у некоторых сносит крышу, и некоторым вообще нравится убивать. Есть такая порода людей в каждом народе, в каждой группе, которым нравится это дело. Они героями становятся. Поэтому, ну, несмотря на это, Путина, например, который совершил геноцид чеченского народа, Патрушева, не внесли в этот список. 300 тысяч было убито. Даже по хамасовским данным в секторе Газа убито там около 40 тысяч людей. Можно смело там на 5, на 10 эту цифру делить. Но мы видели, как происходила война в Израиле, кто следил за этим объективно, непредвзято. Стоят камеры, и все знают, что сейчас по этому дому, по этому месту сейчас нанесутся удары. Люди стоят, смотрят, наносятся удары, они там отбегают в сторону. Вот это. Война так не ведется. По крайней мере, Россией так война не ведется. Никогда не велась. Россия целенаправленно била по колоннам мирных людей. Специально давала коридоры, выводила людей и расстреливала. Это все фиксировали международные журналисты, западные журналисты у нас в Чеченской Республике Ичкерия. И никто его не подавал в розыск, никто его в Гаагу не привлекал и так далее. В Украине пришлось в войне идти 10 лет. 8 лет так, потом 2 года широкомасштабной, чтобы потом еле как там под угрозами там, Соединенных Штатов, всего мира заставить этих прокуроров и так далее там выдать ордера на арест Путина там и всяких других вот этих мерзавцев и террористов. А тут быстренько все это, быстренько Нетаньяху и министра обороны быстренько подали. Да, невероятная такая скорость. Почему так? Да, почему так происходит? Дело в том, что всегда накладывалось вето, как мы знаем, на любое там решение против вот этих террористов арабских, накладывалось сразу вето. Мы все это прекрасно видели, мы все это знаем. Почему? Потому что Россия является одной из из той стран, которые имеют право вето ООН. Да, мир же поделен на две части. Западная часть, ну, англосаксонская часть, Америка, Англия, США, Англия и Франция, и Китай с Советским Союзом.
Вот 5 стран, которые управляют этим миром. И они имеют право вето и так далее. И вот со стороны Советского Союза, Российской Федерации там до сих пор нет, она чистится как СССР. Там вот они всячески помогали. Все деньги, которые выделяли, в том числе американцы, там ООН, там для помощи там, каким-то там беженцам, там, пострадавшим в войне, там, 3-10, все это в ООН распределялось, в том числе и Советским Союзом. Ныне Россия, ну так она как была Советским Союзом, так и остается. И эти деньги находились, шли прямо террористам. Понимаете, какая вопиющая несправедливость. Израиль вроде бы союзник, 51-й штат, там кто-то его может назвать, Соединенных Штатов, все такое. А поэтому 51-му штату прям за американские деньги все это финансируется. И вот мы это все видели. 7 октября это было показательно. Показательно это было сделано. Демонстративно показать, что Россия нападает на Израиль, что вот эти арабы, ну, они же любят пятки лизать Советскому Союзу, России. Они показать подарок принесли. 1200, более 1200 человек, женщин, детей, стариков, безоружных людей. Некоторых сжигали. Ну, ужас творили, убивали. И в этом нападении, в этой террористической, геноцидальной вылазке террористов, арабских террористов, я их не считаю мусульманами. Я мусульманин. Я их не считаю мусульманами. Это фашисты, которые своему же народу, вот народу Палестины, народу сектора Газа, арабскому народу Палестины и сектора Газа, принесли горе и страдания в огромном количестве, не бесплатно. Всем им постоянно платятся деньги. Пошел ты где-то, убил человека, бабушку стрельнул ракетой, бабки тебе. Что это за такой джихад священный, если тебе за это деньги должны платить? Если там ребенок растет, мечта, чтобы он вырос, этот ребенок, пошел, зарезал бабушку какую-нибудь или сбил на машине какого-нибудь дедушку, и тебе за это там дом покупают, деньги дают. Вот и вся семья рассчитывает, что какой-нибудь там идиот вырастет и пойдет что-то сделать. Да, начиналось как деление, там национализм, борьба за выживание и так далее. Но это давно уже в прошлом, давно, это уже никто не помнит. Идет война за то, чтобы не дать западным странам иметь влияние на Ближнем Востоке. Давайте мыслить категориями масштабно, смотреть на картину глобально. Советский Союз и западные страны. Израилю дали создать это государство Англия и США. Дали, они прямо помогли это сделать. Да, США были немного против в начале. Для того, чтобы иметь свою демократическую страну, она, кстати говоря, одна единственная там демократическая страна на Ближнем Востоке, чтобы иметь влияние на Ближний Восток. Вот вся проблема Израиля, вся проблема евреев. У них есть своя территория, своя земля, которая в Торе, в Библии, в Коране указано, что это земля сынов Израиля, что это их земля. В Коране об этом сказано. Моисей выводил, Муса, самый упоминаемый пророк, в Коране выводил евреев из Египта и вел их на землю обетованную. Понимаете? Там история, ну просто, ну ты не можешь от этого отказаться, ты не можешь сказать, что это не так, при всем даже желании. Но советская власть, которая отрицала Бога, которая создала новую религию, и Ленин, Бог, у них лежал в мавзолее, как египетский фараон. Они отрицали и создали Бога, и всем нам рассказывали, что это не их земля, что их кто-то приютил там. Мы, кавказцы, жили среди евреев. Евреи жили среди нас. Горские, наши евреи. Они у нас ничего не отобрали. Никогда у нас с ними не было проблем. Потому что они не претендовали на эту землю. Они ее не считали своей. Да, они жили, это их земля. Они наши люди, они живут с нами. Никаких вопросов. Но Израиль строить свою там какую-то страну строить, они не собирались. У них была Палестина. И поднимали они 2000 лет там тосты на Новый год. За то, чтобы туда вернуться, на Сион.
а не на Кавказ, не на Шхолам, это моя гора. Там других там тейпов наши горы. Не туда, а себе на Сион. Поэтому это тоже не лезет ни в какие ворота нам рассказывать, что тут приютили евреев, они тут бедные выгнали всех там и так далее. Ну, это долгая история, и это семитские народы, и жили бы в мире, если бы русские оставили бы в покое этих арабов. А арабы, часть арабов слила просто часть своих арабов, отдала, ну, аренду, в пользование. Часть своих арабов, чтобы они были острием, копьем. Постоянно Израиль тыкать. Вот бывает рана есть какая-нибудь, и туда ее пальцем так тыкать ее постоянно. Чтобы никогда у них ничего не было. А это наоборот закалило евреев. Понимаете? Сделало их сильнее. Ничего завидного в этом нет, конечно. Постоянно жить, постоянно иметь какие-то комнаты, бомбоубежища. 80 лет там женщины служат, все служат в армии. Обязательно должны служить, защищать свою родину. Но оно закаляет, оно делает сильнее. И из нации торговцев, банкиров, разных других профессий, мирных профессий. Вот стала нация и воинов, если вынуждать делать. Это большая длинная история. Мне очень жаль арабов Палестины. Честное слово. Меня постоянно обвиняют, что я там. Нет, ни в коем случае. Я считаю их тоже жертвами. Предательство со своих арабов к ним произошло. Своих арабов. В первую очередь. Да ладно, русские. Русские никого никогда не жалели. Ну, арабы сами же своих не жалели. Отдали их в обслуживание. Понимаете? На прокат отдали, так сказать. Понимаете? И вот с этой ситуацией мы пришли к 23-му году. Израиль, евреи, хороший народ. Хороший. Вот я общаюсь с многими, особенно в последнее время довелось с многими евреями пообщаться. Хорошие, открытые, честные, порядочные люди, умные люди. Как много-много других людей на земле. Ну, эти люди вынуждены как-то выживать, сохраняться, спасаться. И они мне напоминают чеченцев. Очень сильно мне напоминает, вот как большая арабская вот эта империя против маленького Израиля. Так же, как маленькая Ичкерия против большой русской империи. И в принципе это одни и те же союзники. Арабы, русские, здесь с нами русские воюют, а арабы им помогают. Понимаете, мы свою религию не очень хорошо знали, как Советский Союз, да, атеистический был. Мы знали, хранили, много чего сохранялось. Они убивали наших умных людей, уничтожали наши книги, наши священные писания, все, что наши там накопили, наши ученые мужи. И все равно мы как-то знали, ну не очень сильно мы знали. Но с арабских стран нам приходили фетвы. Фетвы. Я потом, когда подрос, только узнал, что такое слово фетва, там все такое. Это значит такое правило, распоряжение, указ, закон, которым я должен следовать. Какой-то бич сидит где-нибудь там и мне приказывает, как мне жить, указывает. Я согласен, если это искренний божественный человек, который посвятил себя Богу, чисто вот бессеребренник. Я согласен, почему нет? Я верующий человек, я верю в Бога, верю в Мухаммада, что он посланник, последний посланник, я верю. Ну, какой-то бич КГБшный или какой-нибудь там египетский или саудовский, там мне какой-то присылает. Да пошли вы все к чертовой матери. Почему я должен у вас слушаться? Вы кто такие? Они присылали нам фетвы. Одна из фетв, я вам расскажу, была следующей. Когда уничтожение чеченского народа шло активно и массово, и здесь в Европе оказалось большое количество чеченцев. И чеченцы выходили на митинги, на протесты. Так вот, Кавказ-центр, наверное, вы знаете, в Турции находится. Мавлади Удугов. Страшный провокатор.
который вверг в том числе чеченский народ в огромное страдание, много страданий. И в Сирию его Кавказ-центр, это турецкие спецслужбы его там курируют, есть поговаривают русские спецслужбы, но они вместе, борьба с международным терроризмом, все такое. Турки и русские всегда имели претензии на Кавказ, а мы были, мешали им. Особенно вот черкесы, чеченцы, грузины, армяне. Последние вот мы остались, которые еще сопротивляемся. Сейчас грузины сопротивляются, слава богу. И в итоге получалась такая ситуация, что люди выходили в огромном количестве на митинги здесь, в Европе. А это страшно. Россия себя позиционирует такой успешной, Путин такой весь такой супергерой. Мне вот сейчас очень трудно пробиваться. Вы не представляете, как трудно правде пробиваться. Особенно у меня не хватает выдержки, чтобы это все так терпеть. Не могу я просто это все вопиющую вот эту несправедливость терпеть и смотреть на это. И нужно было остановить этих людей, чтобы как-то вышли. А мы, чеченцы, очень наивные и верующие люди по себе, сами по себе. Мы не агрессивные, не опасные. Если нас не трогать, мы никого не трогаем. Но мы верующие люди. Это наша скрепа, так сказать. И никто от этого отказываться не будет. Ни угода никому, ни русским, никому, либо на этой земле. Мы такие. Мы умрем такими. Как евреи остались такими, как они были 3000, 5000 лет назад. И мы такие, как были 3000, 5000 лет назад. Мы такие же. И приходят фетвы. И этот Кавказ-центр их распространяет. Что выходить на митинги это харам. Это кафирские штучки. Не мусульманское это дело. Выходить и требовать свои права. Понимаете? И это усиленно, эта пропаганда вбивается здесь, в Европе, в голову. И чеченец думает, ну какой толк, я иду на этот митинг. Все равно на нас все эти министры, все эти из высоких кабинетов Европарламента на нас так посмотрят и плюют. Унизительно, конечно. Но мы теперь знаем, что они из себя представляют. Вот эти европарламентские разные чиновники из больших высоких кабинетов. Но это накладывается еще, что и Богом это не велено ходить. Понимаете? Вот как нас обманывают разными фетвами, разной религией, там, как нас нужно управлять нами и так далее. Чтобы мы не отстаивали свои права. И вот этот флаг я к чему хочу подвести. У нас здесь 20 февраля в Берлине, в Бранденбурге задержан молодой человек, который пытался вылететь, странное стечение обстоятельств, в Турцию. А из Турции в Сомали. Такой очень интересный маршрут у человека. Зачем ты летишь в Турцию? Его товарищи уже вылетели в Сомали. И, видимо, кураторы. А этот молодой пацан. Просто обманут, я уверен, это абсолютно жертва. Ни один чеченец не будет нападать. Его обвинили в том, что он пытался совершить нападение на израильское посольство в Берлине. Ни один чеченец не будет нападать на израильское посольство, когда есть самое большое в Европе российское посольство в Берлине, которое убило 300 тысяч твоих граждан, и ты благодаря вот этому посольству и этой России оказался в этой Германии. И этот пацан в том числе. И его родители в том числе здесь оказались поэтому. А он почему-то планировал, или же просто болтал. Может, это просто подставили его, может реально планировал. Я знаю, что без доказательств, достаточно веских доказательств, здесь немцы не будут никого задерживать. По крайней мере, на моей практике я не встречал, чтобы они вот так беспредельничали, как это было очень часто, почти всегда в России. И вот задерживают этого парня, он летит к своим товарищам в Сомали. У меня вот сразу возник вопрос, а почему в Сомали? Почему через Турцию? Почему в Сомали? А почему не в Сирию? Там ведь сейчас победили исламисты, джихадисты, игиловцы, там разные аль-каидовцы, все власти, все же там нормально. Вроде бы все должны туда сейчас бежать. Все тут топил там за Сирию там, и так далее. Была война, боялись, не хотели. Полный вперед, теперь вы можете уезжать в Сирию. Но нет, пацан почему-то хотел попасть в Сомали. А потому что это африканский рог.
Сомали, Судан, Эритрия. Понимаете? Там находится ЧВК Вагнер, российский. А в Сирии их уже нет. В Сирии дали пинка под зад и выкинули из Сирии. И тогда возникает вопрос, а чей этот парень тогда? Почему его не в Сомали тянет, не в Сирию тянет, в Сомали? И почему-то опять всегда маршрут через Турцию. А дело в том, что Турция очень себя нехорошо зарекомендовала в последнее время. Слишком много Турция, якобы борясь с международным терроризмом, устраивает свои имперские вот эти вещи и представляет чеченцев антисемитами, какими-то варварами, какими-то исламистами, террористами. Если долго человека называть свиньей, он начинает хрюкать, есть такая пословица. Так если днем и ночью рассказывать, что мы все исламисты, каратисты, обязательно кто-то найдется, кто посчитает, что он реально исламист и что он должен сделать что-то. А это все накладывается на вопиющую несправедливость, совершенную в отношении чеченского народа. Чеченцев уничтожили 30% от населения. И весь мир сделал вид, что это не произошло. Все на этой земле, все помогали русским нас уничтожать. Понимаете? Все реально думали, это угроза. Да, надо. Кто-то реально думал, кто-то себе бабки на этом, кто-то звездочки зарабатывал. Всякие были. Вот к чему мы пришли. И сейчас, когда вот этот процесс пошел, я вижу, что начинается активно в Дагестане раскручиваться события. Нападение на синагогу. Уезжают напавшие на синагогу, подожгли ее, расстреляли ее, синагогу. Отъезжают, и тут нарвались на наряд полиции. И наряд их расстрелял. Да, террористы, исламисты, все такое, убитые, все как положено. Уверен, по-любому кто-то, они же как делают? Например, бывает 100 КГБшников, ГРУшников, да, военная их разведка русская. 1-2 бывает бедолаги, которые думают, что это все их братья, они в джихаде, там, 3-10, и они первые погибнут. А эти такие, рядовые, никто они там. Понимаете? Но они искренне не находят таких легко внушаемых. Около там, может, 100 человек, 200 человек. Это все их КГБ, понимаете? Их ГРУ, КГБ, вот это все их шушера. И они никто не погибнет. Погибнут эти двое. Но они еще пока не знают эти двое. Или один, или трое. Легко внушаемые, которые. Их обрабатывают по телефону, при встречах. Они вместе молятся, там, зомбируют. Особенно чаще это бывает 18-летние, 16. А еще начинают они лет с 14, с 15 этих молодых людей уже зомбировать. Доводят их там до 18, до 19 лет. Вон во Франции чеченец 18 лет. Абдаллах Анзоров. Его отец абсолютно безграмотный, абсолютно легко внушаемый такой, потерявшийся человек был, которого оказывали давление. На него вот, он попал в эту сеть, но он верующий человек был, вот на этой волне его поймали российские спецслужбы. И сын пошел на этот акт, погиб, убили сына. Вот этот, который 18-летний, который планировал якобы нападение на посольство Израиля. Тоже 18-летний. Ведут их раньше. Ведут там, когда им 16 лет, 15 лет, 17 лет. Подводят и все, и запускают торпеду. Вот какие процессы идут. И когда ты эти процессы людям рассказываешь, люди тебе не верят. А у тебя уже нервов не хватает на это все. Ты им все объясняешь, рассказываешь. Вот в Дагестане на синагогу расстреляли, убили исламистов. Выяснилось, оказывается, не исламисты никакие. Сыновья многолетнего, 2 сыновей и 1 племянник. Многолетнего чиновника Единой России, большой пост занимает. Уважаемый человек, ну, в их понимании. Богатый, успешный, там, со связями человек. Они пошли синагогу, просто сожгли под шумок. Там были какие-то, видимо, 2-3 исламиста, которых они вот так подготовили, которые должны умереть, они готовы умереть, там все такое. А это все вокруг. Пока эти ментов расстреливали, эти пошли синагогу сжечь. Потому что скажи этим 2-3, которых там погибли, не эти
сыновья Единой России, которые чиновника, а реальные исламисты, ну или радикалы, ну не знаю, как их назвать. У меня язык не поворачивается людей, если он не убивает женщин, детей, там, не сжигает синагоги, там все, что запрещено. Он свою родину освобождает. На нашей родине находится оккупант, враг, который уничтожает нас каждый день, извращенно, изощренно, всячески. Не знаю, как их назвать, как угодно называйте этих людей. Ну, пока они же не пошли синагогу сжигать. Синагогу чиновников сыновья пошли сжигать. А эти ментов отстреляли там и погибли сами. Понимаете, вот в чем дело. Они стреляют в ментов, а эти бегут в синагогу сжигать. Им не повезло. Менты, наряд на милиции нарвались, их там пристрелили. И мы узнали благодаря этому, что это, оказывается, никакие не исламисты. Вот как это делается. Я занимался одним делом, когда работал адвокатом. В практике у меня было одно дело. Молодые люди, два молодых человека приехали с гор Кавказа. Они получили информацию, что здесь, в Москве, зазвали в Москву, что вы можете совершить очень хорошее нападение на российский военный объект. Ну, как бы секретно, все такое, это все как по правилам, нельзя ничего говорить там и так далее. Вот они приезжают, их встречает грузин под видом абхаза, мусульманина, и они начинают вместе там общаться, ходить в мечеть, там встречаться, там туда-сюда. Снимают они там несколько квартир, там гостиница у них какая-то там, ну вот, где в одном месте у них оружие лежит, в другом месте у них там встреча происходит, там в третьем месте они ночуют. Ну, то все очень конспиративно, все очень грамотно, по всем правилам конспирации, по всем правилам ну, подрывной работы, партизанской деятельности своей. И они идут, играют в футбол, там находят парней, двое чеченцев, еще там один татарин, по-моему, двое чеченцев, татарин. Я защищал кабардинца, лидера группы. И вербуют их, ну, склоняют. Они определяют, у них есть информация, кто склонен на это дело, ну, кто против России. И вот они играют в футбол. Каждый день они встречаются, или там раз, два-три раза в неделю встречаются, играют в футбол. И этих ребят склоняют. Ну, а мне предложите, мне тогда в такой молодежь, когда уничтожается весь мой народ, и мне приди, скажи, помоги. Я помог бы. Я сделал бы все, что от меня зависит. Для своих людей, для своего народа я готов на все был бы. И таких людей очень много можно было найти. Когда твой народ истребляется поголовно, массово. Вот ты вообще не человек, и весь мир на тебя плевал. И никакого отношения ни к какому радикализму, исламизму, там, ненавидеть евреев, ненавидеть американцев у меня в голове не было. Вообще я даже не представлял. Мы, чеченцы, может это покажется не объективно, субъективно это может. Я считаю, мы самые толерантные люди по отношению к другим национальностям. Я не знаю, я с огромным количеством национальностей на земле общался, и не знаю ни одну национальность, которая называет своих детей в честь других национальностей. Герман, осетин, черкес, грузин, как угодно мы называем. У тебя друг грузин, ты своего сына грузином. И это ни у кого не вызывает насмешки, усмешки, киргиз. Ну, много, огромное количество. Вообще нет у нас этого. Вот такая культура у нас. Это внутренняя, просто это не объяснить. Русские нас уничтожали 3,5 века. Они совершали над нами геноцид. Мы им даже клички не придумали. Понимаете? Они нас обзывали по-разному, а мы их русские называли. Кто там русские? Все, просто русские. Но нас представляют какие-то мы там исламисты, каратисты и так далее. И вот эти ребята совершают, их склоняют, они готовы помочь. Ничего они особо такого не делают.
Ну, просто оружие там они где-то собирают, разбирают, там автоматы у них где-то на квартире, там 3-10. А все это ведется под колпаком ФСБ. Полностью, с первых дней, с первой секунды идет контроль. Этот грузин под видом абхаза, мусульманина, который знает Коран там отлично, там супер, он все разбирается в исламе, все такое. Они представляют. И вот этих ребят втягивают они в эту группу. Понимаете? И потом уже все, они приготовили бомбу, они должны совершить на воинскую часть. Ну, в планах, в голове такое представление, что на воинскую часть должны налет совершить, там какие-то генералы подъезжают, там какое-то у них собрание, там, и там нужно там налет. Изначально вот такая версия у них в голове. Потом, когда все уже готово, им говорят, есть поезд Сапсан, Москва, Санкт-Петербург. Нужно подложить взрывчатку, газовый баллон, начиненный взрывчаткой. Помните, генеральный прокурор, как же его фамилия была? Не Устинов или Устинов, не помню я его. Тоже там, что ему там голову что-то зацепило, там, короче, вот эти все сказки они там лепили Горбатова, что там пытались поезд взорвать, Сапсан, даже взорвали там какой-то поезд, уже сами ФСБшники. И этим говорят взрыву, давайте, вы должны взорвать этот поезд. Они говорят, как взорвать? Там же мирные люди. Нет, мы под это не подписываемся. Но воевать, сражаться, умереть мы готовы. Это по-чеченски. А то, что сделали вот эти хамасовцы, зашли женщин, детей убивали, это не по-нашему. Мы в этом не участвуем. Это не по-нашему. Чеченец не может, он воином не может называться, если он это делает. Все, аннулируется его воинство, все, не говоря уже о том, что это грех смертельный, это не по-мужски и все остальное. А у воинов, у чеченских воинов, мы уже 3,5 века воины. Евреи последние 80 лет воины, а мы 3,5 века воины. У нас культура вся воинственная. И субординация, полностью все как на войне у нас, как в армии. Нельзя так просто, невозможно. Они отказались. Они их задержали, они выбросили взрывчатку, все это оставили. Мы сказали, мы не будем. И хотели уже покинуть, их все задержали и дали большие сроки. До сих пор сидят. До сих пор сидят. Они даже не поняли, что с ними произошло. Я там сам понял только потом, что с ними произошло. Сам до меня это доходило долго, я не мог понять. И вот как делают террористов, которые хотели взорвать поезд. Хотя они даже взрывчатку не поднесли ни к поезду, ничего этого не было. Вот как из нас делают террористы. Вот этого парня 18-летнего, который взорвать хотел якобы, или взорвать, или с ножом напасть на посольство Израиля в Берлине. Вот точно так же, я полагаю, его тоже подвели под это. То же самое, вот то, что вот я вам рассказал историю в Дагестане, то, что на нападение на синагогу. Если бы их не убили бы, мы так и думали бы, что это какие-то исламисты, там, каратисты, которые там убили ментов, сожгли синагогу и так далее. И вот смотрите там. Потом одновременно, это целый механизм, это не так бывает, что вот сейчас посольство кто-то напал, или взорвал, убил там кого-то, и на этом закончится. Нет, это многоходовочка всегда бывает. Много-много таких вещей происходит. И я сразу вывесил этот флаг. Как только произошло это, я сперва анализировал, прикидывал, что там, собирал информации очень мало, потому что немцы всю закрыли информацию, ничего не выдают следствие. Но из своего опыта я понимаю, что дальше это будет происходить. Я сразу повесил флаг. Все, подождите. И весь хейт, а вот кто заходите, вы это все можете видеть. Весь хейт, который заходит, оскорбления, все. Огромное количество вы можете наблюдать. И я полагаю, что против евреев, против кавказцев, евреев готовится новая акция. Она, я думаю, будет дальше провоцироваться, будут совершать террористические акты. Будут погромы, может быть, на горских евреев, наших, кавказских. И все это делают российские спецслужбы. Помните мем такой, что там дагестанец ищет в турбине самолета еврея? Помните? Это все делали российские спецслужбы. Все. Во-первых, организовали они их. Никто на Кавказе не может вот так организоваться
и идти в аэропорт, и там ломать двери, заходить, если их не натравливают, если им не дают зеленый свет. И потом вот этот мем, что он в турбине ищет еврея, это тоже было такое, чтобы привлечь внимание, чтобы мы потом, у нас это стало мемом, чтобы мы об этом говорили. Понимаете? Это так работает пропаганда. Так представляют дагестанцев антисемитами. Я общался с дагестанцами, я никогда не слышал от них антисемитизма. Может, у ком-то есть, и у чеченцев есть, и у дагестанцев, но не слышал я. Про нашу культуру я вам сказал. В принципе, она у нас, у кавказцев, нас так много на Кавказе, мы не можем быть националисты. И евреи, тем в том числе, у нас есть. У нас все есть. Понимаете, кроме, может быть, там, африканцев. Все остальные у нас на Кавказе имеются. Калмыки у нас тоже, вот, тоже наши люди. Потому что это все люди-завоеватели, которые приходили, чьи-то оставались, кто-то купцы там проходили там и так далее. В основном это завоеватели разные там приходили и оставались. А мы коренные там находились, к нам туда заходили разные всякие. Мы грузины, черкесы, мы коренные там основные. А остальные там разные заходили. Поэтому мы не можем быть националистами, какими-то фашистами по определению. Так сложилось. Так мы на всех языках говорим. Только в одном Дагестане 30 с чем-то языков. Хотя они исчезают, заканчиваются. Понимаете? Эти языки. Потому что Россия истребляет. Россия фашизм. Самый настоящий фашизм. Это Россия. Это абсолютное беспримесное зло, которое существует на этой земле. И сейчас я вижу, что они сейчас начинают готовить ситуацию, а кто меня смотрит, постоянно кто меня смотрит, вы, наверное, помните, я вам говорил, они будут создавать Палестину 2.0. Проект Палестина, или сектор Газа, закрылся, как мы видели. Там, скорее всего, будет курортная зона в секторе Газа, как говорит Дональд Трамп. Скорее всего. А русским нужны террористы, чтобы оказывать дальше влияние, в том числе на евреев. И палестинцев, вот этих, скорее всего, разных там функционеров семейства, вывозят на Кавказ, в Чечню, Дагестан, в Ингушетию. Поселок там какой-то, им там городок, там райончик строят, микрорайончик. Ну и дальше, чтобы создавать. И 2-3, я сейчас не помню, чтобы не соврать, несколько лет назад. Вы все, кто видели, меня смотрит, вы знаете. И подтвердите, если вы помните это. Напишите в комментариях. Я говорил, что они на Кавказе создают Палестину. Палестина 2.0. Сектор Газа это называете. Палестина называйте. Как угодно называйте. Ну, такое кровоточащая рана, которая будет везде, всегда всем мешать. Это очень удобно. И самое интересное, и Турцию это устроит. Потому что если там создать вот этот анклав такой, террористический, а затем потом всем собраться, сказать, ну они уже достали, вот сейчас как эти арабы Палестины, сектора Газа, как всех уже достали, вот сказать, ну все, и никто их не пожалел, вот вы видите, что происходило, уже просто все арабы от них отказались, не говоря уже о остальном мире, все арабы от арабов Палестины отказались. Не стали. Арабы с Израиля не стали помогать своим братьям кровным. Потому что осточертело это все. Когда-то должно прийти этому конец. Вот то же самое хотят сделать с чеченцами. Понимаете? Вот, а я против этого. Категорически. Понимаете? И я об этом говорил. Понимаете? И вы, наверное, это помните. И вот этот сектор Газа или Палестина 2.0 для того, чтобы создаваться. И, конечно же, жертвами должны быть евреи у этих террористов. А как иначе? Должно сейчас. И сейчас много убитых людей, разрушенные дома, картинки, фото, видео. Это сейчас гуляет в интернете очень много. Молодежь под это подготовить много не нужно. 2, 3, 5 человек, ну, которые собой пожертвуют, ну и 200 человек, которые будут вокруг них, братьями их якобы. И все в теме, кроме этих 2, 3, 5, 10 вот этих бедолаг, которые не понимают, что происходит. Вот так делают террористов. Понимаете? Это самая страшная правда, которую я вам раскрываю. Я вам раскрою, как появились игиловцы. Как они туда вливались, расскажу.
чтобы вы тоже это знали. Это все абсолютно стопроцентная правда. Все легко проверяется, доказывается, очень легко. Все открыто, доступно, источники в интернете, все есть. У нас в 2016-2017 году массовые облавы прошли по Чеченской республике Ичкерия. И были задержаны несколько сот человек. По некоторым данным, до 1000 человек было задержано. И около 100 человек определили как эмиров, для подлежащих ликвидации. И эти 100 человек были убиты. Их документы, новый человек, который непосредственно принимал участие, был свидетелем, очевидцем этих казней, он был свидетелем казни 13 человек. Его товарищ, и он у них совесть не выдержал, ну, совесть замучила их. И от увиденного. И они уехали, попытались выехать. Они сотрудники 2-го полка имени Ахмада Кадырова. Это вооруженные силы ФСБ. Понимаете, это Росгвардия. Вооруженные силы ФСБ. Это Росгвардия, это путинская личная гвардия. И подчиняются они ФСБ. Все в Чеченской республике. И Рамзан Кадыров, все подчиняются у ФСБ по Чеченской республике. А Рамзан Кадыров непосредственно подчиняется Путину, администрации Путина, президента России. Короче говоря, эти стали свидетелями казни. И по пьяни один проболтался одной девушке и сказал, что мы такое совершили, увидев казнь. Они задушили их. Одного застрелили или 2 застрелили. И потом командир Аслан Ирасханов, командир 2-го полка имени Ахмада Кадырова, сказал, что будет очень стойкий запах от крови. Я только потом тогда узнал, что это очень неотмываемый такой запах крови, когда стоит. Давайте их другим способом. Их душили альпинистским канатом, ложили на землю, на живот и душили. 13 человек так задушили. Ну, 2 застрелили и 11 человек задушили. Всего Новая газета назвала 27. Это в разных местах было. По моим данным, люди просто боятся открываться, говорить об этом. С фамилиями, с именами. По моим данным, до 100 человек было тогда казнено по всей республике. В 2016 их задерживали до конца декабря. И в 2017, на протяжении 2017. И уже там остаточно они там, кого там нужно. А смотрите, для чего они это делали. Для чего они это делали. В Москве, в Подмосковье и в других, наверное, местах тоже обучается ГРУ, сотрудники ГРУ. Под их лица, под своих сотрудников ГРУ, они находят чеченца. А эти ГРУшники, ингуши, дагестанцы, армяне, там разные национальности. Просто русские, темненькие, без разницы. Под них подходят, подыскивают жертву. Эта жертва обязательно еще к тому же должна быть связана с каким-нибудь сопротивлением. Его папа, дядя, сосед, друг папы, там кто угодно. Кто-то воевал против России. И что вот сказать, что у него история, чтобы была, как он стал боевиком ИГИЛа. Этих людей задерживают, заставляют их писать подписку о невыезде. Их сперва пытают очень долго, полностью всю информацию. Когда у тебя на ноге шрам появился, как ты упал с дерева в 12 лет. Вообще, какое отношение имеет к терроризму? Да? Странные вопросы для следователя. Из ФСБ запрашивают их не те, кто задерживают, менты, полиция, а ФСБшники. И ночуют они на этом втором, то, что нам достоверно известно, на территории вот этого 2-го полка имени Ахмада Кадырова, где командир являлся Аслан Ирасханов, который сейчас является министром внутренних дел Чеченской республики во время оккупированной. Повышение получил после этого. На тот момент главарем УФСБ по Чеченской республике является Игорь Хвостиков. Игорь Хвостиков. Его следователи приезжают на этот пост, там ночуют в этом, на 2-м полку имени Ахмада Кадырова, допрашивают, все. Когда они определяют, кого нужно казнить, Аслан Ирисханов со своими людьми казнят этих людей. И вот этот Сулейман Гизмахмаев, который приехал ко мне сюда в Гамбург, и мы с ним вместе составили это заявление,
Его товарищ, тоже Сулейман зовут, фамилия забыл, все имеется. Недавно буквально переписывал документы и писал его фамилию. Его убивают, потому что он проболтался девушке, что вот его совесть мучает, там они были свидетелями казни и так далее. Его убивают. Сулейман Гизмахмаеву удается выехать сюда. Он обращается здесь в Германии за политическое убежище, просит, рассказывает это немцам. Немцы ему не верят, говорят, езжай-ка ты, дружище, в свою Россию и служи своей кадыровской вот этой гвардии дальше. И вот он уже на последнем своем шансе обращается ко мне. Обычно так происходит, когда ко мне обращаются уже все они, все уже перепробовав, ко мне приходят. И мы с ним составляем документ. Составляем документ, потом привлекаем правозащитников, журналистов и так далее, и так далее. И в связи с этим ОБСЕ 16 стран запускает московский механизм, так называемый московский механизм по мониторингу за правами человека в Чеченской Республике. И благодаря этому несколько десятков человек, которых тоже готовили к казни, их не казнили, но ничего лучше, конечно, не добились, их на огромные сроки их осудили. Огромные сроки их осудили. Спрятали их. Они, наверное, больше, чтобы не вышли они оттуда никогда. Чтобы не дали показаний. Эти люди перед казнью писали подписку о невыезде. Родственники же ищут, хоть и боятся, но все равно же приходят, где-то жалуются, до Москвы доходят, международные инстанции пишут, там кто-то начинает. А тотальный страх. Вы не представляете, в Чеченской Республике страх, его можно потрогать. Вы можете, это в порядке вещей. Это так должно быть. Вот такой там страх. Ни другого там не должно быть. Понимаете? Вот по-другому это как бы даже ты не представляешь, что может быть. Понимаете? Вырываются из чеченской, вот в соседнюю Ингушетию просто. Это одна земля, один народ. Просто Ингушетию, да, дышишь, как будто ты, я не знаю, в рай попал. Просто ты в той же России, тоже просто вот такой страх в Чечне, понимаете? Северная Корея отдыхает. Северная Корея отдыхает. Они наших родственников, наших женщин, наших детей пытают, убивают. Моих всех родственников они уже запытали, запугали. Все от меня отказались давным-давно. Слава Богу, я от них тоже. И вот получается следующая ситуация. Эти люди пишут подписку о невыезде. Их документ, это для родственников предъявляется документ. Что вот подписку дал, куда-то ушел. Откуда мы знаем? Мы их отпустили. Нам нужны у меня ваши дети. Идите, там все, прогнали родственников. Подписка есть, дали. Документ сфотографировать дали, там копию сделать дали. Все. Подпись на его человека. Все как положено. А он уже давно мертв. Закопан, от тел избавлялись. Сжигались тела на покрышках. Бросались останки в Сунджу, в Терек. Хоронили тела на христианском кладбище, русское, так называемое кладбище у нас там. Там хоронили, чтобы не искали родственники. На мусорке, на свалке, в горы на вертолете вывозили тела и бросали, чтобы животные съели тела. Где-то в ущелье, там куда-нибудь далеко, высоко на вертолете сбрасывались. С их документами, с их легендами, обученные, подготовленные ГРУшники российской военной разведки отправлялись в Сирию, Ирак. 100 человек, это только вот то, что тогда было зафиксировано. Отправились туда. Ну а чеченец, это же тогда бренд, это же всем известные чеченские террористы, кому это неизвестно. И ты вокруг себя собираешь арабов, а ты еще воевать умеешь, у тебя опыт, твой папа воевал, ты весь такой, весь с легендами. И все вас 100 человек, представьте, вы все ГРУшники. Там еще вас там еще внизу ждут еще столько же. И вот целая рота, вы арабов собираете, творите беспредел, убиваете людей, что хотите, вытворяете. Все думают на чеченцев. А этих чеченцев уже нет, и тел их даже нет, трупов их даже нет. И когда оттуда их телефоны отправляют, вот этих убитых, и те присылают смс-ки.
Все хорошо, за нас не волнуйтесь, мы на джихаде, у нас все хорошо. А их дети, вот матери, родственники говорят, они даже не помышляли об этом. У них даже в голове не было. Кто-то там пиво пил, кто-то там анашу курил. Никто никакой джихад делать не собирался, никто вообще не верили, матери, родственники не верили в это. Что их дети могли уехать, вот так собраться. И потом думать, ну, может, попал в компанию. Ну, смс прислал, ведь вот телефон же его, но как в Сирии оказался. Подписка же есть, что вот с его подписью, что я обязуюсь никуда не уходить по первому требованию, явиться, все такое, как и так далее. Понимаете? Вот как делают террористов из чеченцев. И это самая страшная тайна, я вам открываю. Это для них самые страшные вещи. Понимаете? Игорь Хвостиков, который являлся на тот момент главарем УФСБ по Чеченской Республике, после того, как мы подняли Большую Бучу, когда мы подняли, это большой резонанс получило, ОБСЕ там запустила, это 18-19 уже год, перевели в Татарстан. Как только Игоря Хвостикова, это вообще просто матерый убийца, это просто зверь во плоти Игорь Хвостиков, просто животное самое настоящее. Как только его перевели в Татарстан, легко проверить мои слова в интернете. Проверьте. Игоря Хвостикова из Чеченской Республики, из УФСБ Чеченской Республики, перевели УФСБ по Татарстану, по Республике Татарстан. Буквально через месяц или 2, или 3 у них в школе какой-то сумасшедший заскочил и начал детей убивать. Ну, в школе, в техникуме, по-моему. Молодой татарин, крыша у него поехала, все, совпадение, ему Бог сказал. А это специализация ФСБ. Вот сейчас в Швеции, вот помните, в Чехии в первый раз за всю историю были в школу, вот в институт зашли люди. Ну, они делают из человека, кто учится, из него же делают террориста, и он убивает своих. Это просто, они специалисты в этой области. Понимаете? И Игорь Хвостиков в Татарстане сразу же провел теракт. Это вот так отметился. Свою, видимо, квалификацию потерял или нет, проверял. Понимаете? Вот как ведется деятельность фашистской России против нас. И сейчас я со всей ответственностью заявляю, что попытка теракта против посольства Израиля в Берлине это не единичный случай. Еще было нападение там на людей, которые пришли на памятник Холокосту, мемориальному там, комплексу Холокосту в Берлине. Еще там было, еще там было. И это все делает Россия и российские спецслужбы. Афганцы здесь напали, на машине наехали, потом ножом там одного пытались убить. Я утверждаю, что за этим стоят 90-99% стоят российские спецслужбы. Я со всей ответственностью это утверждаю. И я призываю немецкие власти, европейские власти и все остальные власти обратить на это внимание и работать в этом направлении расследования. Здесь, на территории Европы, огромное количество людей, которые открыто выражают антисемитские взгляды. Некоторым там кажется, вот там, почему евреев отдельно выделяют и так далее. Возмущаются. Вот чеченцев убивают, ничего, а вот евреев и сразу же там сразу реакция такая бывает. Я отчасти согласен с этой позицией, но также хочу сказать, что евреи и израильтяне являются маркером, показателем. Понимаете? Это показатель, это не просто против людей делается, а просто евреи выбраны особенными жертвами. Потому что любой российский офицер, ГРУ или ФСБ, если он не антисемит, то он вообще не русский. Он вообще не офицер, он предатель. Понимаете? Да, там есть и среди них евреи, есть чеченцы. И чеченофобство такое же, на таком же уровне, как по отношению к антисемитизму. На таком же уровне. Но ты должен отказаться от своего еврейства. Ты должен отказаться от своего чеченства. Ты должен убивать чеченцев больше и сильнее, яростнее, чем эти русские. Вот тогда они тебя, может быть, позволят тебе там где-то быть. Так же и к евреям относятся. Ты должен быть самым антисемитом, чтобы ты быть среди этой
банды ФСБ, КГБ СССР. Вот такая вот ситуация. Вот такая вот ситуация. И я утверждаю, что сейчас готовится провокация, уже открыто они называют Ауховский район Палестиной. Я утверждаю, что они сейчас на Кавказе готовят провокации и в Европе в том числе против евреев. И поэтому все государства должны особенно отнестись к этому вопросу и взять под контроль школы, там, учебные, синагоги, другие вещи, где собираются евреи. То же самое, конечно, касается и чеченцев. Но на чеченцев, я думаю, много сейчас никто не будет обращать внимания. Но это то же самое касается чеченцев. И меня лично. Как-то так, как-то так. Друзья, давайте почитаю ваши комментарии, давайте посмотрим, что вы говорите. И продолжим наш стрим. Спасибо, дагестанец, спасибо. И почему они вот сейчас ворвались сюда и постоянно мат? Это не всегда бывает. Это не всегда у них так бывает. У них всегда всплески бывают. Как только я наступаю им на мозоль какую-то, сразу реакция появляется у меня на канале. Сразу они меня уже научили этому реагировать. Здесь, в Европе, огромное количество антисемитов. Они притворяются, да мы там, конечно, там Израиль плохой, там Израиль там что-то делает, там бомбит там женщин, детей. А ты против, ты за то, чтобы женщин, детей убивали. Честное слово, нет. Я готов пожертвовать своей жизнью, и это вся жизнь моя, вот я укладываю все, видео, все, я открыто сижу с открытым лицом, поименно, пофамильно называю преступников, подвергаю жизнь своих родственников, свою, потому что мне не жалко, мне не безразлично то, что происходит с женщинами, детьми, понимаете? Но я понимаю, что это все делается там под благовидным предлогом. Ну а вот они здесь открыто. Вот в Германии у нас здесь антисемиты вот сидят открыто. Понимаете? И в Германии, в других странах сидят блогеры, там разные эти деятели. Это нужно заканчивать. Это не свобода слова. Это не свобода слова. Это информационно-психологическая специальная операция, которая проводится. Понимаете? Вот как это все нужно интерпретировать. Как-то так. Как-то так. Не за что, Грин Алекс, не за что. И вот то, что они здесь начинают мне писать, опять возвращаясь к их комментариям, это показатель того, что мы наступили им на мозоль. Это показатель того, что они затевают еще большую провокацию. Потому что им очень это нужно. Им нужно всеми способами отвлечь внимание от Украины. И они не хотели бы даже, вот, это последний их козырь, нападать на Израиль, открыто нападать на Израиль. Ну, из-под тишка, как обычно, там, где-то в Израиле третий язык, иврит, арабский, русский. Там весь сброд на самом деле, под видом евреев уехала. И агентура там всякая сидит, и все что угодно там сидит. Это тоже евреи должны знать. И знают, наверное. И сами евреи мне, кстати говоря, об этом говорили. Так что вот такая вот, не только у Украины проблема, понимаете? Проблемы и у нас огромные, огромнейшие.
Пожалуйста, юзер, смотрите канал Реалити на YouTube и канал Аслана Арцуева, и вы узнаете многое. На этом канале говорят только правду и ничего кроме правды. Абсолютно верно, они расчеловечивают нас, чеченцев, черкесов, дагестанцев, ингушей. Да, Рима, абсолютно, абсолютно. Находят среди нас худших и через них действуют. Друзья, много комментариев, я вижу, что и здесь и хейтеры, и не хейтеры, и все остальные. Если у вас есть вопрос, повторяйте. Я буду зачитывать, просто сейчас все искать не буду. Что ты пытаешься доказать, говорит. Я хочу донести до мира правду, что такое ваше ФСБ. Я хочу донести правду, что такое ваша фашистская имперская Россия, которая убила 30% моего народа и сейчас его истребляет, уничтожает, отправляет на преступную войну моих людей, мой народ в Украину против украинцев. И так всю свою историю вы нас истребляете. И я хочу, чтобы вы перестали это делать над нами. Я хочу, чтобы о вас узнали все. И до меня много людей, чеченцев, вклад делало, чтобы донести до людей. Ну, теперь моя очередь доносить правду до людей. Вот чем я занимаюсь. Мне важно, чтобы мой народ не убивали. Понимаете? Мне важно, чтобы 300 тысяч убитых моих людей, моих граждан, всех национальностей и всех религий, их убийцы понесли наказание за те преступления, которые они совершили. Они никогда не перестанут убивать чеченцев, пока чеченцы не исчезнут. Большому сожалению, ты прав. Они от нас никогда не отстанут. Как и от украинцев не отстанут, как и от евреев не отстанут. Вот они так привыкли пить нашу кровь. Я в Горске служил с чеченцами, были как братья. Ясно. Да, ник дагестанец, я думал, ты дагестанец. Ну, тоже дагестанец. Горский, вот много же в Дагестане. Ассаламу алейкум, Асан. Ты прав во всем и только вперед. Ва алейк салам, пользователь. Ва алейк салам. Всем салам, витаю, шалом, маршал, хиль, братья. Привет из проклятых земель. Продолжаем драться, несмотря ни на что, ни за океаном. Слава Украине. Ичкерия будет сон. Да, мула, Владимир Рабинович. Слава Украине. Ам Израиль хай.
Держись, Владимир, держись. Так. По комментариям вы видите, да? Комментарии не буду читать, тот, кто видит, видите. Это фашисты самые настоящие, знаете. Больших фашистов, чем на Русне, вы не найдете нигде на земле. Это скрепа у них. Им это нравится. Им нравится страдать. Им нравится мучить. Это садомазохисты. Понимаете? Им это нравится. Это их скрепа. Их так сделали их. Это бедные люди. Их нужно пожалеть. Просто они опасны для общества. Вот опасность. А так нужно изолировать просто и жалеть их. И жалеть их. Ну, кому охота это делать. Вот, смотрите. Мерте ум туам. Хатиуя бешхел виз. Аула туа. Болтаться деш, да. Аса, почему русские напали на украинцев, но тем не менее русские не перестают называть украинцев братьями? Да, это такая лицемерие, такой цинизм русский, понимаете? Убивать их, ты же мой брат родной, мы ж тебя так любим. Это про чеченцев то же самое они говорили. Да, это хорошие воины. Потом всех женщин, детей вырезают. Ну, хороший воин был. Ну, я ж хорошего воина вырезал, понимаете? Это цинизм, это фашизм, это такая извращенное восприятие мира, понимаете? Им нравится это. Это садомазохисты. Им нравится, когда их калечат, уничтожают, и когда они кого-то калечат, уничтожают. Вот такая вот. Но это большой эксперимент сделали. Большой эксперимент над ними. Бедные люди. Бедные люди. Бедолаги. Валейксалам, Васи. Как Израиль должен поступить с Газой? Твое мнение. Я не знаю, Вадим, как должен поступить Израиль.
Я знаю, что Израиль должен сделать так, чтобы больше угрозы оттуда ему не исходило. Но это нужно сделать, я не знаю как, и по уму нужно сделать, грамотно нужно сделать. Нужно сделать так. Знаете, одна претензия у меня есть к евреям. Арабы Палестины, когда с евреями дерутся, сражаются, говорят, постоянно говорят, это американцы за ними стоят, это англичане за ними стоят, это американский империализм там, и так далее. Евреи не говорят, русские за ними стоят. Вот у меня эта претензия. Вот арабы, мусульмане, особенно это говорят русскоязычные евреи, которые, видимо, вот эта пропаганда забрасывается, ведь работа над евреями тоже ведется в огромном количестве. И не говорят за русских. Самая большая проблема, и это Россия, это КГБ СССР, которая есть, распустила свои клешни везде по всему миру. Сейчас у них денег много и так далее. Поэтому я не знаю, как надо решать вопрос. Я знаю, что если его решать только лишь силой, грубой силой, то это не решение вопроса. Нельзя просто уничтожить людей и потом ждать, что не вырастет поколение, которое не начнет мстить. Особенно если будут вот эти КГБшники, которые им все будут помогать, натравливать их, подготавливать их. И обязательно будут, постоянно эксцессы будут, один за одним. Это не порядок, это жить на пороховой бочке умные люди не должны. Я считаю, что нужно решить всем миром вопрос с КГБ СССР. Украине, Израилю, Ичкерии, Грузии, Армении, всем странам Балтии, Германии, которые тоже теракты проходят здесь под разными флагами. Чаще всего исламскими, исламистскими флагами, радикальными флагами. Не знаю, это очень сложный вопрос, его 80 лет не могут решить. 80 лет. И знаете, никто не хочет решать этот вопрос, даже на Западе. Понимаете? Если бы американцы и англичане хотели бы этот вопрос решить, они бы нашли бы возможность его решить. Но не хотели. Вот сейчас есть надежда, что вот администрация Трампа что-то там сделает, 3-10. Не знаю. Я вижу, что администрация Трампа хочет решить вопрос с Ираном, но не безопасностью с Израиля. Решать вопрос с Ираном нужно, наверное, решать. Это империя, она представляет угрозу для интересов Соединенных Штатов, Великобритании. Но обеспечит ли это безопасность для Израиля, который находится вот в этом во всем? Если вот исходить из интересов еврейского народа, который подвергается обстрелам, который живет с бомбоубежищами в квартире. Не знаю. Не знаю. Валейк салам, Сергей. Ураза Мубарак. Да, спасибо. Да, у нас сегодня второй пост. Второй пост сегодня Рамадана. Поздравляю всех, друзья. Вчера, кстати, забыл поздравить. Сегодня тоже на эмоциях не поздравил всех мусульман, всех причастных. Поздравляю с наступлением Рамадана, друзья. А сегодня второй пост. Как раз я сегодня решил, у нас в 6 можно кушать. Сегодня разговение. И решил поэтому в 4 провести. Обычно я его в 5 проводил в последнее время. Сегодня решил в 4 провести, чтобы 2 часа с вами посидеть. Рассказать вам все, что я знаю про фашистов, про террористов. И заодно потрачу время к Рамадану покушать, чтобы можно было. Что скажете о Горской республике при демократическом правлении? Томато, я не знаю, что такое Горская республика. Я знаю, что проект был Кавказский дом.
Горская республика была до организации, до Второй мировой войны. После Второй мировой войны, с учетом сложившихся реалий, была организована Лига наций, распущена, организована Организация Объединенных Наций. И все, что было до этого, остается в истории. Поэтому это нереанимируемый проект. Нужно создавать что-то новое. Новое создавали Зviad Гамсахурдия и Джохар Дудаев. Это Кавказский дом. Наподобие Евросоюза. И нам, кавказцам, мы очень похожи. И евреи наши горские, они не дадут соврать, они знают. Мы у нас похожи, мы все друг друга понимаем. Да, Россия нас постоянно так держала в этом. Но если всю эту угрозу, этот негатив с нас снять, сделать нас свободными людьми, как здесь в Европе, мы бы очень хорошо жили бы в своем кавказском доме на Кавказе. И я бы хотел именно в этом смысле видеть Кавказский дом. Потому что мы кавказская нация. Все народы, все религии, все народы. И это было бы очень круто. Очень интересно было бы. Вот так я это вижу. Так вижу. Как-то так, друзья. Почему Илон Маск так явно занимается агитацией против Зеленского? Сейчас они в центре Нью-Йорка. Свою нейросеть рекламировал путем изображения Зеленского за решеткой в кандалах. Давайте, Арсен, я вам расскажу, что по этому поводу думают русские. Я свое мнение оставлю при себе, хотя я его высказывал, но что говорят русские? Русские говорят, что американцы испугались. То, что на них направят ракеты, которыми могут уничтожить Соединенные Штаты. И американцы дословно отползают в сторону. Вот о чем говорят русские. Их более-менее понимающие системы, и такие матерые, такие идейные антиамериканисты, антизападники, они говорят так, что американцы решили отойти в сторону, заняться Ближним Востоком, и им теперь нужно все оставить на Украине. Вот что говорят. И это, к большому моему сожалению, не делает Америку снова великой, как нам казалось, как нам говорили об этом. Русские, знаете, как есть такое выражение, кто первый моргнет. Вот русские говорят, что американцы моргнули. Мне неприятно это признавать, но вот такая вот действительность сегодня. И все, что происходит именно из-за этого. Они так говорят, и это очень много объясняет поведение по отношению и к Зеленскому, и к Украине. Да, в Украине КГБшная агентура. Зеленский виноват в том, что он ее еще до сих пор не вычистил. Я надеюсь, когда-нибудь они ее вычистят оттуда. Если они ее не вычистят, они не выиграют эту войну.
русские рано или поздно займут, потому что украинцы физически закончатся. И Трамп пытается остановить войну, там как-то спасти вот эту ЗСУ, украинскую армию, того же Зеленского. Но, видимо, Зеленскому не дают возможность там подписать этот договор о вот этих редкоземельных ископаемых и так далее. И Америка отходит в сторону. Не то, чтобы вообще отходит, да, и оружием будет продавать. Оружие сейчас производится в огромном количестве. Но, может быть, вообще не отойдет в сторону. Даже усилится что-то, усиливается. Но вот это формальные действия, которые происходят, вот они вместо того, чтобы усилить, дожать, поднять всю Европу, всех в штыки поднять, свою армию в штыки поднять, вот происходит вот эти ходы. И то, что Россия проиграла, это уже очевидно. Но вот как, почему это делается, вот делается, вот мне кажется так, для этого. Вот так. Что будешь говорить, когда Украина признает поражение? Украина никогда не проиграет. Понимаешь? Украинцы не те люди. Да и Запад уже не даст проиграть. Понимаете? Потому что Америка имеет возможность отойти в сторону и сказать, на нас ракеты не нацеливайте. Мы в этому не имеем отношения. Зеленский плохой, там мы его в тюрьму посадим, там еще что-то. А Европа не может этого сказать. Потому что Европа падет сразу же после Украины. Как только падет Украина, падет Европа. Хотя здесь сотни, там, я не знаю сколько, 500-700 миллионов населения. 500-700. Поэтому нет. Просто жалко, что столько людей гибнет. Жалко, что Запад, Америка, Европа не мобилизуются, не вычищают эту агентуру и в Украине, не вводят войска, не дают все оружие, не применяют все свои возможности по нанесению ударов по фашистской России. Надо ставить точку конкретно. Затягиваются, а люди гибнут. Понимаете? Жалко, украинцев жалко. Нас жалко было. Весь мир наблюдал. Украинцев-то они победят. И все. Но каждый день же гибнут украинцы. Нет, есть от американцев, нет поддержки. Есть, конечно же. И американцы никуда
не делись. И помогать будут. И американцы кровно заинтересованы, об этом сами русские говорят, что никуда не уходят американцы, они просто отходят в сторону, и это они понимают. И это очень логично на самом деле. Я вот просто на всю свою версию вам говорить не буду, потому что, как я считаю, я просто их процитирую вам. Они говорят, что американцы боятся, что по ним ядерный удар нанесут. И им важно на Ближнем Востоке, на Иране сосредоточиться. А Иран это же наподобие России государства. Это такая же империя, где человеческая жизнь ничего не стоит. А империя, где не стоит человеческая жизнь, они этих людей мобилизуют и отправляют. Мобилизуют и отправляют на войну. Это сколько миллионов надо убить, понимаете? И сколько своих миллионов нужно положить. Никто не хочет своих класть. Все привыкли воевать там, эти, кто с калашниковым там по горам бегает, вот по ним. Это как бы удобно, когда ты на танках, там со всеми там пушками, арматами, там со всем остальным. А когда против тебя вот массово будут вот так посылать, это надолго может затянуться. Поэтому все хотят воевать и себя, своих не терять. Все так хотят воевать. Все так хотят. Почему Путин такой наглый и смелый, Россия? Потому что их человеческая жизнь ничего не стоит. И сейчас все увидели, что ничего не стоит. Путин, эти мясные штурмы, вот мы не можем, логика, да, наша отказывается понимать, ну как вот так посылать людей в населенный пункт, где проживало 10 тысяч человек, положить 50 тысяч человек и сравнять этот населенный пункт с землей. Для чего? А для устрашения. Понимаете? Только лишь для устрашения. Пойдут дальше. И вот это заимело или эффект. Вот. Мы видим, что американцы говорят, ну хорошо, вот Трампу говорят, а почему мы там не восстановим территорию? Трамп говорит, а вы отберите землю у русских. Не могут отобрать. Понимаете? Американские, европейские, немецкие, польские войска сидеть в окопах и делать то, что делают украинцы, не готовы. Не готовы, просто сдадутся. И это Путин знает, Россия это знает. И они вот закидывают свое это мясо, дают им 1, 5 миллионов, 10 миллионов. Многих кидают, конечно. Но кому-то денежку дают. Люди же идут, раз какие-то денежки поступают. Вот и все. Ай. Да, Ханьшуэй, Владивосток, город китайский. Капитан Громенко, знаете, они об этом тоже говорить начали, что Китай может войти там и так далее. Китай вошел, Путин сдал Китай. Нам рассказывают, что северные корейцы там воюют. Да, может какая-то группа там, может и воюет, но там, знаете, немного северокорейцев. Северокорейцы, они без разрешения Китая не пошли бы туда. Китай дал согласие. Это такие прокси. У всех свои прокси, у сильных мировых держав есть свои прокси. Вот у Китая есть свои прокси, это северные корейцы. Так вот, северные корейцы не для того, чтобы воевать против украинцев. Хотя обкатку проходят, наверное, там кто-то принимает за деньги там участие, тоже подзаработать и так далее. А для того, чтобы взять под контроль объекты внутри России. И в случае необходимости, волнений каких-нибудь народных, чтобы верные Путину были штыки. Вот для чего они там. Китай уже в России. Россия уже потеряла часть свою. Она отойдет, не знаю, какие территории. Вот Владивосток может отойти, еще что-то, еще что. Что там Китай себе решит прибрать.
Это уже решено. Россия уже растаскивается. Россия не выйдет из этой войны победителем. Просто украинцев жалко. Людей жалко. Каждый день гибнущих. Да и россиян, если честно, жалко. Сколько там чеченцев погибает. Сколько там других людей погибает. Да и русских жалко. Которых насильно гонят. За деньги не жалко, если честно. Кто идет за деньги, вообще не жалко. Ну не то, что вообще не жалко. Немножко только жалко. А так ведь и туда забревает насильно, кто уголовные дела, там, с тюрем, обманом, пропаганда. Они же не смотрят наш канал реалити. Наш канал на территории фашистской России запрещен. Понимаете, давным-давно. Я объявлен экстремистом, моя организация правозащитная экстремистская, хотя мы исключительно занимаемся только мирными делами. Я сам объявлен иноагентом. Как-то так. Россия моя дончина. Да, совершенно верно. Аслан это слабый народ, да и народом назвать их стыдно. Русские должны у нас за все века принести извинения. Да, Буря, совершенно верно. Русские, как православные, если кто-то из них есть православный, по христианской традиции должны стать на колени и просить у всех народов, в том числе и у чеченцев, прощения за то, что они с нами делали. Бедные люди, бедолаги. Конечно. И выдать всех преступников, которые совершили над нами преступления. Не все 5 миллионов через Чеченскую республику. Маленькую Чеченскую республику Ичкерия прошло путем ротации 5 миллионов. Они приходили, уходили, приходили, возвращались некоторые повторно. Кто-то приходил. Всего, в общем, до 5 миллионов получилось. Нас интересуют одиозные военные политические руководства и силы фашистской России, в том числе ФСИН, в том числе ФСБ, в том числе МВД. Вот эти все силы, которые геноцид совершили над чеченским народом. Вот кто нас интересует, меня лично. А вот это рядовые, вот эта вся шантропа не очень. Ее в Украине уже давно утилизировали. Они вначале думали, сейчас они как по Чечне пройдутся, весь мир им будет аплодировать, они герои, награбят, вернутся. И так ведь ехали. Увы и ах, как говорится, не шмогла. Да уже все, я заканчиваю. Я уже заканчиваю. Когда училась в 80-е в ВУЗе, профессор политологии однажды шокировал, сказав, что по аналитике КГБ Сибирь заберет Китай. Мне тогда думалось, что у него что-то с головой, но оказалось, они знали все. Возможно знали, возможно просто понимали, что рано или поздно Китай побеждает, у них рождаемость снижается. Вот тогда с 80-х годов сколько лет прошло? 40 лет. Вот. Что ты говоришь? Очень жаль, что Украина приняла Закева, а не Ахмеда, Аяда и Дигова. Да, совершенно верно. Совершенно верно. В Украине действует огромное количество агентуры, и если ее не зачистить, это беда. Это каждый день гибель украинских парней и девушек. И это тоже большая проблема. И это тоже одна из причин, почему вот к Зеленскому вот отношение к этой проблеме такое. Ну, друзья, я думаю, на этом я свой стрим закончу.
Вам всем спасибо, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Спасибо за то, что подарками задарили сегодня. Пересмотрите наш сегодняшний стрим обязательно. И запомните все, что я сказал. Потому что на этом канале вам никогда врать не будут. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless Америка. Вива Грузия. И все остальные. Друзья, всего хорошего. До свидания. Адикюэль Машроль.